Политологи не считают уход Лукашенко или Рахмона делом ближайшего будущего. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие прогнозы дают эксперты. Что не так? Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить, как это вы делали вначале больше, сейчас меньше? Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Обязательно досмотрите это видео до конца. Эксперты не ожидают, что в ближайшем будущем лидеры Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко уйдут со своих постов. Политолог Владимир Жарихин напомнил, что ранее к механизму сдачи поста власти прибегали и создатель современного Сингапура Ли Куан Ю и лидер Китая Дэн Сяопинь. Все перечисленные лидеры, которые воспользовались именно таким механизмом ухода, были лидеры выдающиеся и прозорливые. Хватит ли прозорливости Лукашенко и Рахмону, чтобы уйти самим, плавно с переходом в теневое управление? Боюсь, что они вряд ли смогут совершить над собой насилие и сделать именно такой шаг. Скорее будут сидеть до конца, предположил эксперт. В свою очередь, руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков считает, что процесс передачи власти в Беларуси начнется в начале 20-х годов, так как сегодня социальная ситуация в Беларуси далеко не идеальная. Между тем, по его мнению, маловероятно, что президент Таджикистана просто передаст власть преемнику. Скорее всего, это будет формат передачи власти посредством какого-нибудь завещания. В Таджикистане возможен вариант монархической формы передачи власти, то есть от отца к сыну или ближайшим родственникам, отметил Владимир Жарыхин. Как вы относитесь к таким прогнозам? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Очень интересно узнать конкретно ваше мнение. Лукашенко готов удержать власть любой ценой. И на мирные переговоры он пока не настроен. Между Рахмоном и Лукашенко можно действительно провести связь, ведь их политические настроения очень похожи. Однако ни в коем случае не можем отрицать, что Белоруссией правит диктатор. Да и сам президент Беларуси не скрывает этого. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей, как с бородачами боролись, сказал президент Беларуси. Фактически новая власть в Душанбе была построена на крови мирного населения, и эта власть до сих пор находится там. То правозащитники всего мира и главы демократических государств признают самого Рахмона диктатором, уничтожающим политических оппонентов и подавляющим любое инакомыслие под лозунгами борьбы с радикальным исламизмом. Да и Рахмон вполне поддерживает своего коллегу. Данная победа является ярким примером признания обществом вашего значимого вклада в развитие и укрепление основ суверенитета Республики Беларусь, сказал Рахмон. Он отметил дальновидную политику Лукашенко и его стремление развивать дружеские связи с рядом государств, в частности с Таджикистаном. Рахмон также пожелал белорусскому лидеру дальнейших успехов на посту президента. Так что остается пока два варианта. Или лидеры продолжат управлять странами, или люди добьются революции их свержения. Во всяком случае, хочется, чтобы это произошло с минимальными потерями, либо вовсе без потерь. Ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет и будет вам целовать колени? Или целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.